Мир вам, сестры і брати, вітаю вас у церкві Угнесення. На початку нашого служення давайте разом супольно помолимся. Отче наш, який єси у небесах, святися ім'я Твоє. Приди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам на кожний день, отпусти нам провини наші, як ми відпускаємо винуватим нашим. І не уведи нас у спокушення, але збави нас від лукавого, бо Твоє владарство, і сила, і слава, во веки. Амінь. Бог Отець, дякуємо Тобі за сьогоднішній день, який Ти, як завжди, створив на радість нам і на весілля. Дякую Тобі, що ми можемо зрадуватися і веселитися в їм. Що б там не творилося в цьому грешному сусвіті, ті там вірус, ті там пошесть, ті там ще яка трасця, але ми ведаємо, що під Твоєю рукою Ти у тіні крил своїх сховаєш нас, доколь не пройдуть ті біди. Боже, коли ласка, уратуй нас від всякого роду зла, и благослови, чтоб там не отбывалось, и нам находиться в супокое, в радости, в любови, не ведать никакого зла, и жить за угодно Тебе, учиться, научаться, постигать закон Твой, и жить достойно на этой земле грешной. Молюсь и прошу в ім'я Ісуса Христа, благослови кожного з нас тут присутніх, благослови це служення у такому форматі, як от ми зараз вимушені збиратися. Церква не може зараз збиратися разом. І за все наше життя, це на моей памяти перший раз, вот, что собраться разом мы не можем. Але я молюсь и прошу, как наша лучность стала еще больше мощной, как мы стали еще больше близки один до одного, как бы это не было перешкодой, але как бы это было новым таким кроком, как мы ценили больше свою лучность, как мы больше ценили свою супольность. И в этом хай будет благословение Твое и допомога Твоя. Научи нас допомагать один одному, научиться допомагать и онлайн, і що там, як знаходить можливість допомогти один одному. І в этом хай так само буде благословення Твоє і допомога Твоя. Благослови зараз кожного з нас тут присутних, благослови кожного, хто буде співати во славу Твою, хто буде молитися один за одного і за близьких, і усхвалять Господа Христа. Боже, хто буде приймати святое причастя, благослови так само. І нікого не відпусти Тебе ні з чим, але кожному дай то, що йому не хапає. Хай Твоє благословення буде з кожним з нас на всіх наших шляхах у ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, що де двоє чи троє збираються у ім'я Твоє, а там і сам Господь серед нас. І я дякую Тобі за Твою присутність на цьому місці серед нас, Боже. І Твоє благословення хай буде на кожним з нас, Твоя охова, Твоя оборона і Твоя підтримка у всякій нашій справі у ім'я Ісуса Христа. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. Уважаемые сябры, сегодня я хотел разом с вами почитать такую книгу пророка Иеремии. Але, коли я скончил писать этот текст, оказалось, что там на 16 сторонок. И я подумал, что сегодня еще святое причастие, и, напевно, мы поговорим про это наступный раз. И зараз мы про все, напевно, не поговорим. 16 сторонок – это на добрых еще 2 раза. І там, коли от читаєш книгу Єремії, то там видать, що у часи старозаповітного Божого народу там був такий час, який вельми подобний на той, у яким от ми зараз живемо. Що народ ухилився від шляхов Господа і грошили всі, там сплошь, у покот там усі грошили. І Господь посилав там пророків, посилав одного, другого, каб пересерачи народ, що коли ви будете далі грошити, то ви загинете. І от у такий час пророк Єремія служив, нес своє служення пророка, і там немагчыма не заўважыць таких нейкіх паралеляў паміж тым, што адбывалася у старозаповітному народе у той час, і тое, што адбываецца ў нашай краіне зараз. И вот про это параллели, про это такие вот аналогии мы поговорим в наступный раз. И хотел бы звернуть увагу, вот там, что Єремія пише пророк, что все, и простые люди, и правители, и святар, и пророк, все збочили со шляху. И он ходил спочатку там простым людям проповедовал, и дивился, что яны ничего, хочет жить в грехах, что ему это подобается. И тогда он пошел там к правителям, там, к элите такой вот, и им проповедовал, и вельми дивился так само, что и яны так само хочуть жить у грехах,
і што і святар у храме, і пророк, усе любят жить у грехах, и им это подобается, и вот он вельми дивился всему этому. И вот зараз у нашей краине тут полыхает вирус. Хвореют люди, помирают люди, але мы бачим, что таких массовых покаяний нема. Ну, во всяком случае, так на виду их нема. Не видать, как люди там каялись у своих грехах, что як жили, так и живут. Як пили, так и пьют горелку, живут у грехах, у распусте всякой. И мытник Закхей, вот, коли памятаете, он сказал, что все, что я скрал, я раздам бедным, а кого покрыўдзіў, отдам у чацвёра. Так само ничего не чуваць про то, что нехта там неправедно нажитую маёмасць вяртае законным уладальникам, ничего про это так само не чуваць. И, то есть, как жили мы в грехах, так и живем. И простые люди, и там чиновники, и кіраўніцтва, и что робить. И вот что робил тогда пророк Еремия, что можем мы зараз зробить у такой ситуации, что за угодно Всевышнему, как мы, як нам жить. И мы про это поговорим наступный раз. А зараз я хотел бы вам пропоновать принять святое причастие. Вы, сподіваюся, подрыхтовали себе там чару, хлеб. И давайте поговорим, что вот послание до Коринфянов 1:10-16. Чара добрословення, яку добрословляем, ці не есть долучення крові Христовой. То есть этот текст, так и традиционно читается во всех церквах евангельских у День Святого Причастия, у День Евхаристии. Чара добрословення, яку добрословляем, ці не есть долучення крові Христовой. Хлеб, який ламаем, ці не есть долучення тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, бо мы все соудельники одного хлеба. Зверните увагу, что як хлеб один, так и мы одно тело у Христе. И вот я хотел бы особливо так звернуть увагу такую. Вот мы зараз не можем бачиться так часто, як хотелось. Вот мне особисто вельми не хапае таких близких адносінаў. Вот як мы у церкве там сустракаемся, там разом пьем чай, обдымаем так один одного. Мне вельми не хапае такой близкой лучности. Але вот як бы там ни было, немагчыма сустракацца, немагчыма близко видеться, маски трэба одевать, калі сустрэнемся, то каб это ніяк не паўплывала на наши взаимоотносины. Каб мы заўсёды адчувалі сябе адным телом у Христе. Як это хлеб один, які мы ламаем, каб мы адчувалі, что мы одно, каб мы один одному дапамагалі, каб мы умели один одному дапамагаць, мы знаходзілі магчымасці. Вот Светлана привезла там одной семье коляску, например. У яе две, вот одно взяли, отдали. Ну, вот, як могли, так допомогли. И дякую Богу за все. Как мы, у нас, до речі, да, у церкві есть доброчинная допомога. Есть продукты, там еще некие дробязі. Нам придется не сустракаться, как хотя бы передать эту допомогу, якую нам привозят. То, ну, хочешь, не хочешь, а придется сустрэцца. А все остальные контакты мы вымушаны обмежевать. Может быть, бесконтактную некую доставку зробим. То есть мы привозим до подъезда, ставим вам, вы спускаетесь и забираете. Как бы зачем не ставить под погрозу. На днях прислали мне такую обвестку, что православный святар Геннадий Будько, отец Геннадий, захворел на коронавирус, лежит у реанимации на штучной вентиляции легких и просят, что у кого есть, кто уже перехворел и выздоровел, каб дали ему плазму на инъекцию, на то, как ввести ему, и он бы выздоровел. И шукали, нарешті знайшли, але покуль шукали, покуль знайшли, отец Геннадий дошел уже в вечность, помер. И 56 годов. Он моих годов считает. Вот мы с Аллой, столько нам годов, как ему было. У его 4 детей осталось. То есть, и то, что ты, бачите, то, что он священнослужитель, это не уратовало его от хвороби. Ось так само Александр Егорович
на Пасху должен был сустракаться с иерархами православной церкви. И у всех епископов, которые запросили на эту встречу, усім зрабілі тест на вирус. І знайшли вірус так само у одного із єпіскопів. Симптомів у його ніяких не було, але вже на зустрічу з Григоровичем його не пустили. Тобто, навіть не тільки святар, приходський священник, але і архієрей, єпископ може захворіти. І тут страховки ніякої нема. Христос ходил по земле, он докранался нават до прокаженных, руки ускладал и не боялся захвореть. И по этому поводу один пишет человек в интернете, что вы уявляете себе там святого Павла, например, там Иисуса Христа у перчатках и у маске. Ну, конечно, не уявляем. Але, коли ты можешь так исцелять, как Христос, коли ты можешь так исцелять, как святый Павел, мертвых воскрешать, то, конечно, тебе нема чего бояться. Не носи маски, не носи перчатки, ходи открыто себе, исцеляй, ускладай руки на хворых. Хай 1000 людей помирают. Так вот, коли был такой пророк, который мог бы ускладать руки, исцелять хворых, воскрешать померших, конечно, все б ему дякую сказали. Але, ну, коли у нас нема такой силы, мы бы хотели иметь, как сила Господня дзейнічала у нас могутно, как у наших руках была исцеляющая сила. Конечно, мы бы послужили этим даром нашему народу, нашей нации, как исцелялись хворые, как не хворели. Медики, интервью, да, до речі, вот кто из вас чув новину, у Витебске звольнили з праці головного доктора больницы хуткой допомоги. За что звольнили? За то, что он допустил на свою больницу журналистов. И они поглядели, как там лечат, как там доктора одеваются в эти костюмы там противочумные. А у інших больницах такого нема, у інших больницах доктора і без пов'язок там контактують з хворими. Ну, у Витебске 2 загинувших зараз медиків, кажуть, на сьогоднішній день. І от він показав, як це ізнутрі там відбувається, як люди хвореють, як там роддом освободили для того, щоб туди покласти хворих коронавирусом. Еще некое отделение, там терапию освободили, полностью отдали под хворых коронавирусом. Ну, вот за то, что он это все зробил, я звольнили з праці. І що робити? Ну, а коли прийшов би туди чоловік і сказав, що я у складанні в руки, зараз всіх вилічу. Думаю, что на его бы там, как Христос ходил по этой земле, где он и шел, там люди к нему теснились, кидались, написано на его, а как только докрануться до края вопратки его, и кто докранался, отцелялись. Ну, было бы добро, коли бы мы так умели, как у нас была такая сила. Але, поколь еще этого нема, давайте будем притримливаться неких, тримать социальную дистанцию и будем учиться допомагать один одному без такого контакта. Я бы вельми не хотел, как мы згубили свои контакты, але молюсь за то, как наши стосунки, наши отношения, наша лучность стали еще больше близкими, еще больше добрыми. И что можем мы сделать? Как духовное життя нашей церкви не стихло ніяк. Звонила так само мне сегодня Наталья, говорила, что это Светлана, я кажу. Светлана не чула, я на початку говорив, що звонила Наталья, що у яе у під'їзді вже є підтверджений випадок вируса. Звонили так само со школы, что уже у школе есть, наставница захворела, уже один подтвержденный еще выпадок вируса. И вот в этой публикации, про которую я кажу, что звольнили за якую головного доктора больница хуткой допомоги у Витебску, там лежит у этой лекарни один доктор так само, сам захворел. И он каже, я отдал медицине 38 годов. Я с семьи докторов. У меня отец был профессор, мать была доктор, брат доктор, сестра доктор, дети все врачи. Вот сам он зараз захворел. И он каже, что я, покуль сам не захворел, я не ведал. Але зараз я вам кажу, с вирусом шутить нельзя. С вирусом не шутите. Тому и я вас закликаю, не шутите с вирусом.
пакуль у нас няма такого дара воскрешать памёршых, то есть вы дорогі мне ўсе, я не хотел бы кого-нибудь из вас згубіць, таму будем спадзявацца на ласку Божью и не спокушать Господа Бога. Да, так вот давайте зараз почитаем первое послание до Коринфянам 10:16. Чара добрословения, якую добрословляем, ці не ёсць далучэнне крыві Христовой. Хлеб, які ламаем, ці не ёсць далучэнне тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело. Мы многие одно тело. И вот как мы не забывали, что мы многие одно тело. Нас много, але тело одно. Хлеб ломается на кавалки, и все ж таки это хлеб один. Так и мы, нас много, але тело одно. Бо все мы соудельники одного хлеба. Далее тут пишет Святое Писание, что не можете пить чару Господню, чару демонскую одночасово, не можете быть удельниками у трапезе Господней и у трапезе демонской. И далее написано так. Бо я от самого Господа принял тое, что и вам передал. Что Господь Иисус у тую ночь, у якую продадзены был, узял хлеб и, подяковавши, разломал и сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломаное. Это выконывайте на память про меня». Самое чару пасля вячэры и сказал: «Гэтая чара есть новый заповед у моей крови. Гэта рабіце, калі толькі будете пить у память про мяне. Бо кожны раз, калі вы ясце хлеб гэты и п'яце чару гэту, смерть Господня абвяшчаеце, пакуль ён прыйдзе». Зверните увагу, что мы, калі прымаем хлеб, прымаем чару, мы это робим у память про Христа. У память про Христа. Смерть Господня обещаем. И что мы это будем робить до той поры, покуль он не придет. Христос сам сказал, что я больше не буду пить от плода виноградного, покуль не буду уже пить новое вино у царствия Отца моего. Вот Христос, кажуть, зараз уже не п'е от плода виноградного, чекая, покуль зберуться до Его все выбранные Его, что придет день, коли зберут у всех выбранных Его, от 4 ветров, от края небесов до края их, и мы все будем уже о вечном царстве, и там уже будет вечера, и там мы уже будем все разом за одной трапезой, и там уже Христос нарешті так само возьме эту чару от плода виноградного, и это будет уже після того, як он прийде. Кожного разу, як ви їсте хліб гэты і п'єте чару гэту, смерть Господня обещаете, покуль он прийде. Тому, хто буде їсти хліб гэты, альбо пить чару Господню недостойно, виноваты буде супроть тела и крови Господней. Звинуватиться супроть тела и крови Господней. Так, хай випробовує себе чоловік, і таким чином хай їсть от хліба гэтага і п'є з чари гэтай. Бо хто есть и п'є недостойно, то есть и п'є осудження собі, не розважаючи про тіло Господнє. Глядите, хай есть от хлеба гэтага и п'є з чари гэтай. Мы с Аллой неколи были, пынились жить там у одной бабули. И она уже годов 20 не прямая причастия, потому что она лечила себе, что я недостойно подходить до чары, недостойно подходить до хлеба, до тела и крови Христовой. Так вот, все ж таки, напевно, я тогда был еще новообращенный, особо не разбирался там в этом, але зараз вот с этого текста я бачу, что хай есть от хлеба гэтага и п'є з чары гэтай. Написано у Евангелии Яна в 6 разделе, что кто прымае тело мое, той буде мець у себе життя. Як я живу Отцом, каже Христос, так і той, хто приймає тіло і кров мою, той жити буде мною. А хто не приймає, той не буде мати у собі життя. Тому не приймати причастя трохи небезпечно, що Христос каже, хто не приймає, той не буде мати у собі життя. Але хай випробовує себе чоловік, просто так взяти і прийняти так само не є
добра, немагчыма, не пажадана дастойна падыходзіць да чары і хлеба, да цела і крыві Христовай. І адмовіцца нельга, бо не будзеш мець у сябе жыцця, і недастойна прыняць нельга, бо тады замест жыцця атрымаеш асуджэнне сабе. Так вот, для таго, каб і не згубіць это вот жыццё ў Христе, але ў той жа час і не прыняць асуджэнне сабе, то Святое Пісанне кажа, хай выпрабоўвае сябе чалавек. І такім чынам хай есць ад хлеба гэтага і п'е з чары гэтай. Бо хто есць недастойна, то есць і п'е асуджэнне сабе, не разважаючы пра цела Гасподня. Ад таго многія з вас нядужыя і хворыя, і шмат хто памірае. Вот еще одна причина, из-за чего люди могут помирать. Из-за того, что недостойно подходят до чары и хлеба, хай выпрабоўвае себе человек. И таким чином хай есть от хлеба гэтага и п'е чары гэтай. Калі бы судили сами себе, то не были бы судимые. Калі мы выпрабоўваем себе, то мы себе судим. Мы знаходим грэх у себе, знаходим такие грэшныя ўчынкі, грэшныя думкі, раскаиваемся у іх, атрымліваем адпушчэнне грахоў і судзім самі сябе. І калі мы ўжо самі асудзілі грэх у сабе, калі мы ўжо самі сябе асудзілі, то уже ніхто нас не здолее асудзіць, бо мы асудзілі самі сябе. Калі бы судзілі самі сябе, то нас бы не судзілі. А калі бываем суджаныя, то караемся Господам, але не для таго, каб загінуць. Калі мы атрымліваем нейкае там пакаранне за нашыя грахі, то не для таго, каб быць засуджанымі разам з гэтым грэшным сусветам, а наадварот, для таго, каб калі гэты свет будзе засуджаны і ўвесь згарыць, то мы, каб знайшлі ўратаванне і не былі засуджаны разам з гэтым грэшным сусветам. Значит, далей, поглядзіце, тут невялікі такі спісак грахоў. Давайте мы яго зараз прачытаем. І калі у наших думках, у дзеяннях, ці у пачуццях, ці яшчэ сёння, учора, трэцяга дня, калі б там не было, у нас ёсць такі вот грэх, то давайте мы ім раскаемся, атрымаем адпушчэнне грахоў, і тады дастойна, уже годна будем падыходзіць да чары і хлеба. До речі, каб для вас не было дзіўна, што мы прымаем прычасце онлайн, то у старыя часы, у даўнія часы, яшчэ у першыя там гады хрысціянства, таксама бывалі пошасці, бывала чума, бывала всякая трасца. Люди, которые хварэлі, яны у тыя часы, калі былі вот розныя эпідеміі, то у церквах прычасце кожны так вот не прымаў з адной чары. Але бралі вінаградны плод, вінаградзіну, разразалі яе пополам, клалі туды аплатку, кавалачак хлеба, і такім чынам кожнаму давалі асобна яго хлеб і плод вінаградны, і такім чынам прымалі прычасце. То есть это не выдумка цяперашняга часа, это не прапанова цяперашняга часу, але это было вельмі з даўніх часоў, что люди не спокушали Господа, стараліся не спокушаць Всевышняга, клапаціліся адзін пра аднаго тым, што стараліся не перадаваць, не распаўсюджваць у сваіх царкоўных абшчынах якую-нибудь там заразу і інфекцыю. Итак, першы грэх – это грэх языка. Калі мы зграшаем языком нашим, Святы Яков піша, што язык – неудержимое зло. Язык – неудержимое зло. Ніхто з людзей яго вузаць не можа. И он находится у таким месте у человека, что запаливая ўсё коло жыцця. А сам язык запаливается, откуль, кто мне подскажет? От гиены. Утрымліваць язык, обуздывать его. А кто не обуздывает свой язык, у того у Писании написано пустое благочестие. Кто думает, что он благочестивый, але не обуздывает свой язык, у того пустое благочестие. Тому першие вот грахи, у которых мы раскаемся, это грахи языка. Хлусня, лжесведчання, порушення обіцанняў. Таксама такі, що грэх ёсць запаведь не закликая імя Божага марна, бо не застанецца без пакарання, кажа пророк Моисей, той, хто закликае марна імя Божье. И калі мы это рабілі, то давайте раскаемся в этом. Осуджэнне і паклёп, калі мы про некага нешта там гаварылі, нейкія распаўсюджвалі плёткі, то давайте в этом раскаемся так само. Чревоугодие, празмерность у ежи и петве,
у наших братов православных есть спіс такі граховных состояний души, и там чревоугодие стоит на первом месте. Что коли ты не можешь перамагчы чревообъедение, то як ты пераможешь іншыя грехи? Это грех, это грех, который як бы сама легко перамагчы, але не перамогшы яго, ты не здолееш перамагчы іншае. Грех ленасці. Дні і гадзіны, праведзеныя ў празднасці, у бездельі, у пустасловии там нейкім, то не працуючы жыў за кошт іншых, не выконваў справу, за якую атрымліваў плату, то ляніўся маліцца, хадзіць на набажэнствы. А таксама сюды можна аднесці такі грех, як уныние і занядбанне душы. Сама ёсць грахі крадзяжу, скупасці, срэбралюбства, сквапнасці, беззаконны прыбытак, неправда ў судзе і увагах, утрыманне платы, это калі нам нехта нешта зрабіў, мы абяцалі заплаціць, а самі не плацім. Атрыманне хабару, варожасць, ненавісць, зайздрасць, грахі ганарлівасці і ганарыстасці, што вот мы сябе пачытаем такімі мудрымі, разумнымі, а іншых лічым такімі вот пешкамі, непавага да бацькоў, першая запаведь з абяцаннем, паважай бацьку і маці, и будешь долго и счастливо жить на земле. Грехи злости, гневу, лютости, ведьмарства, чародейства, забойства, блудные грехи, думки блудные, там позерки, дотыки, сумнение у веры, яе скажение, хула на святыню, іншие, подобное гэтым. И 9 таки грех – жорсткасць сэрцаў. Кажуць, што калі ты не зграшыў ни одним з этих 8 попередних грехов, якія вот мы только что прочитали. Але что такое жорсткасць сэрцаў? Это калі ты не прабачаешь своих близких, калі ты не прабачаешь того, кто просит у тебя прабачэння. И калі раптам ты сам ніколі не зграшыў, але не хочешь прабачыць тых, кто просит прабачэння у тебе, то ты прямой дорогой зрынешься со своей вышыні прямо ў пекла. Жорсткасць сэрцаў. Адзін з горшых грахоў, што калі нават ты нічым не зграшыў, то за твою жорсткасць сэрца можно запросто отправиться ў пекла. Хто не отпускае близким зграшэнняў іх, тому написано в Писании не отпустить и Отец наш Небесный зграшэнняў ваших. Тому давайте все ж таки, калі просите 70 раз на день будут просить у нас прабачэння, то трэба прабачыць. Нікуды тут дзецца немагчыма. Трэба отпускать людям и грехи, и тогда Господь отпустит нам зграшэнне наши. И давайте зараз вот помолимся этой молитвой исповедания грехов. Возьмите, коли ласка, у руки свою чару и хлеб. Бог Отец, дякую Тебе за то, что Христос помер на крыже за наши грехи. Дякую Тебе, что отпущены нам грехи наши тяжкие ради пролитой крови Христа. Дякую, что Он покутывал за наши грехи, что Он понес эти грехи все на себе, спустился у пекла, у владарства смерти. Боже, дякую Тебе, что Его тело было ломаное за наши грехи, как наше тело уже не горело в пекле. Дякую, что кровь Его проливалась за наши грехи, как мы уже не проливали свою кровь за грехи наши. Дякую, что отпущены нам грехи наши тяжкие ради пролитой крови Господа Збавителя Иисуса Христа. Дякую Тебе, что коли мы споведаем грехи наши, то Христос, який есть верный и праведный, Он отпускает нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Очистить от всякой неправды. И, Боже, я молюсь и прошу, пробач, коли ласка нам, всякий грех, яким зграшили мы сьогодні, учора, ці третього дня. Пробач и очисть от всякой неправды. И я молюсь и прошу, пробач нам, коли ласка, и грехи языка, и хлусню, и порушение обещаний, и коли мы закликали имя Твое марно, коли мы осуджали, обговорывали некого, распаўсюджвали плетки, пробач произмерность у ежи и у петве, грехи лености, коли ласка, пробач и очисти и от этой неправды.
Боже, прабач, калі ласка нам, і калі мы бралі не сваё, калі былі злымі, сквапнымі, там падманывалі, утрымлівалі плату ў тых, хто нам рабіў нейкую работу. Боже, калі мы з варожасці адносіліся для некага, ненавідзелі, зайздросцілі, калі мы ганарыліся, былі пыхлівымі, Боже, не паважалі бацьку і маці, грахі злосці, калі ласка, прабач і ачысць ад усякай неправды. Прабач, калі ласка, і блудныя грахі, блудныя думкі, погляды, там, дотыкі, всякие сумненні, калі ласка, прабач і ачысці ад усякай неправды. Прабач, калі ласка, нам жорсткасць сэрцаў, і навучы, калі ласка, нам прабачаць нашим блізкім зграшэнні іх. Боже, калі ласка, я молюсь і прашу, акрапі нас ісопам, каб мы былі чыстымі. Обмый нас, как мы стали белейшими за снег. Отпусти нам всякий грех и очисти по слову Твоему от всякой неправды. От всякой неправды. Очисти от всякой неправды. Окропи нас исопом, как мы были чистыми. Обмый, как стали белейшими за снег. И очисти от всякой неправды. Боже, коли ласка, я раскаиваюсь во всех своих грехах, Боже, и прошу очисти от всякой неправды. Я одракаюся от сатаны и всех справаў яго и прошу, прабач мне и очисти от всякой неправды. Я верую в Иисуса Христа и верую в то, что кровь его очистит меня от всякого греху и даст силы жить достойным життем. И прошу, прабач и очисти от всякой неправды. Ты поможи зараз у чистине, у святости, у радости и супокою подойти до чары, до хлеба и до тела и крови Христовой, принять их достойно, годно и мець у себе життя. И ніколи не подыходить недостойно, как атрымаць асуджэнне сабе, але достойно, годно выпрабоўваць сябе и атрымаць у себе життя. Боже, дякую Тебе, что Ты отпускаешь и пробачаешь. Дякую, что отпущены мне грехи мои тяжкие ради пролитой крови Господа нашего Избавителя Иисуса Христа. Дякую, что мы вот зараз атрымаўшы отпущение грехов, всякий споведанный грех Господь отпуская, кожный, кто еще не споведанный, то не отпускается. И вот у нас есть несколько хвилин еще, как атрымаць отпущение грехов, споведать грехи свои. Боже, и я молюсь и прошу, пробач и очисти от всякой неправды. Пробач, очисти от всякой неправды. Дякую, Господи, что Ты любишь отпускать грехи, любишь отпускать вину, Боже, и что Ты снял с нас вину за наши сгрешения, Боже, и, Боже, прими, калі ласка, зараз нашу подяку и допоможи у чистине, у радости подойти до чары и хлеба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Коли ласка, возьмите свой хлеб и разломайте его тело Христа. Бог Отец, дякую Тебе за то, что кровь Христа проливалась на крыже за нас, как наша кровь уже не проливалась за грехи наши. Дякую, что тело Христа было ломаное на крыже, как наши тела уже не горели у пекли за грехи наши. И зараз мы смерть Господня обещаем, покуда Он придет. Христа. Бог Отец, я дякую Тебе за то, что Христос не только помер за наши грехи, але и воскрес для нашего оправдания. Дякую Тебе, что я унесся на небо и зараз находится праворуч Бога Отца. И Он сказал, что в доме Отца нашего обителей много. А коли бы не так, то я пошел подрыхтовать место вам, как и вы были там, где я. Дякую Тебе, что прийде день, коли зберуть усіх вибраних Його от 4 вітров, от края небесов до края их, и оботре Господь всякую слезу з очей наших, и уже не будет ни хвороби,
ні плачу, ні ляманту, ні смерти нават не буде, бо ранейшае мінула. Дякую Табе, Боже, што мы будзем жыць некалі вечна, у вечнай радасці, у вечным супакоі, у вечнай любові, у вечным благословенні, у вечным царстве Господа нашего Збавителя Иисуса Христа и Бога Отца. Дякую Табе за то, что придя таки день, мы вошли в такого выбранных, которых в свой час Христос возьме в свое царство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Будем спевать огульным спевом «Дивный ручай».
человек у нас хочет помолиться молитвой покаяния. Даруй всякие грехи, даруй сыну твоего ответственного, даруй слову, дух учитель замечания. Я раскаиваюсь в моих грехах, раскаиваюсь, что вредил Господи в сердце. Раскаиваюсь, что крал, ненавидел, за злость. Я раскаиваюсь, что не шановал батьку и мать. Раскаиваюсь, что крылья слабых. Раскаиваюсь, что робил зло. Раскаиваюсь во всех моих грехах, я верю в Иисуса Христа. Что кроме отчетства, всякого греха, достойно, достойно греха. Мам, я верю в Иисуса Христа. То, что кроме очистить меня от всякого греха, для силы жить достойным житием. Молитвочка. Во имя Иисуса Христа прошу Тебе, даруй мне мои грехи, даруй всякий грех, який я творила сьогодні, вчора, по третього дня. Я творила його словом, думкою, вчинком, ті занедбанням. Я раскаиваюсь, что не любил Господа всем сердцем. Я раскаиваюсь, что крал, ненавидел, заздростила. Я раскаиваюсь, что не шановала батьку и мать. Я раскаиваюсь, что крыльдила слабых. Я раскаиваюсь, что робила зло. Я раскаиваюсь во всех моих грехах. Я верю в Иисуса Христа и в то, что кровь Его очистит меня до всякого греху, дасть мне силы жить. Я отрекаюсь от сатаны и всех справов Его. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Амінь. Бог Отець, я дякую Тобі за всіх людей, хто помолився сьогодні молитвою повідання грехов. Дякую Тобі, що отпускаются нам грех, который мы исповедаем. Господь Тебе цел отпустить. И церкви Господь дал такое право, сказал, что кому отпустите, тому отпущенные будут, на ким покинете, на тем покинутся. Боже, я дякую Тебе за то, что вот у нас есть такое право зараз отпускать грехи. И я молюсь и прошу за то, как были отпущены этим душам их сгрешения. И они жили, уже могли сказать, как та грешница, которую Христос отпустил грехи, и сказал: иди и больше не греши. И я молюсь, как каждый из нас шел зараз и больше не грешил. Дякую Тебе за то, что Ты отпускаешь и пробачаешь, за то, что справді отпущено нам грехи наши тяжкие ради пролитой крови Господа нашего Избавителя Иисуса Христа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Давайте поспеваем еще огульным спевом «Чудовное озеро Генесарецкое». Чудное озеро Генесарецкое, чистой кристальной водой. Образ Иисуса Христа Назаретского отбивала порог. Образ Иисуса Назаретского отбивала порог. Духом але чому он не так отбивается, як отбивался в воде? Але чому он не так отбивается, як отбивался в воде? И мы покрылись тенью неудачности, и волоче пустота. Тенью доволенность горечи прикрости нас заслоняют Христа. Тенью доволенность горечи прикрости нас заслоняют Христа.
бачить Христа Назарецького, образ живий і святий. Хто в нас убачить Христа Назарецького, образ живий і святий. Образ живий і святий. Образ живий і святий. Еще один человек прочитает молитву исповедания грехов. Левацкая. Бог Отец, во имя Иисуса Христа прошу Тебе, даруй мне мои грехи. Даруй всякий грех, який я творила сьогодні, вчора або третього дня. Творила його словом, думкою, вчинками, занедбанням. Я раскаиваюся в моих грехах. Я раскаиваюся, что не любила Господа всем сердцем. Я раскаиваюся, что крала, ненавидела, заинтростила. Я раскаиваюся, что не шановала батьку и мати. Я раскаиваюся, что кривдила слабых. Я раскаиваюся, что робила зло. Я раскаиваюся во всех моих грехах. Я верю в Иисуса Христа, в то, что кровь Его очистить меня от всякого греху и дасть силу жить достойным життям. Я отрекаюсь от сатаны всех справ Його. В ім'я Сина и Духа Святого. Аминь. Аминь. Давайте еще раз помолимся за всех, кто прочитал сегодня молитву исповедания грехов. Бог Отец, я дякую Тебе за то, что Ты отпускаешь и пробачаешь наши грехи. И я молюсь и прошу за этих людей, которые прочитали зараз молитву исповедания грехов. И молюсь, хай у их житті згине всякая ворожесть, всякая нечистость, всякое зло, хай згине всякая темра, и надыдзе у их життя радость, благословение, любовь и супокой. Хай буде над ними благословение Твое завсёды. Хай отступит всякая сила злая, которая хотела бы мне перешкоджать. И хай любовь Господня наполняет их життя. Хай яны живут у любові, у радості, у супокої і у благословенні. Я зараз узнал уже владой, которую дал Господь церкве, разгоняю над этими людьми всякое зло, всякую темру, и провозглашаю у их життя радость, благословение и супокой, и любовь. У ім'я Господа нашего Збавителя Иисуса Христа. Хай наполнится их життя радостью, благословением, любовью и супокоем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Так, включите, коляска, свои все микрофоны и поговорим про молитовные просьбы. Бог Отец, дякую Тебе за то, что Ты завсёды уважливо слухаешь молитвы и просьбы народу Твоего. Дякую Тебе за то, что ухо Твое не тяжело слухать, а рука не скоротилась допомагать. Дякую, что Ты уважливо слухаешь молитвы и просьбы народу Твоего. Дякую Тебе, что око Твое оно оглядає всю землю, как допомагать тем, чье сердце отдано Тебе. И я молюсь и прошу, коли ласка, за усіх, кто просил тут молиться за Его. Молюсь Тебе и прошу для кожного з нас доброго здоров'я, прошу для кожного з нас охови Твоєї, оборони от всякої зарази, от всякої інфекції, от всякої трасці, от всякої пошесті, от всякої немочі. Молюсь и прошу, коли ласка, хай исполнится слово Господне, что Господь не наведе на свой народ ни одной з хворобов, яких ви боїтеся, ні єгипетських, ні нових ніяких хворобов. У ім'я Ісуса Христа молюсь и прошу Твоей оховы, Твоей обороны. Молюсь и прошу, как исполнилось слово Господне, что сам Христос понес наши немочи и взял наши хворобы, и ранами Избавителя мы отцелились. Ранами Избавителя мы отцелились. Докранися, коли ласка, Твоей уцеляющей рукой, да, кожного из нас, и наполни тела наши силой и здоровьем. Наполни тела наши силой и здоровьем. Как мы и в 120 годов могли сказать, что я таки самый дужий и моцный, як был у 20 и еще дужейший. Молюсь и прошу Твоей оховы и Твоей обороны от вируса, которого зараз все боятся. Молюсь и прошу, хай у нас будет такий моцний імунітет, як у Христа неколи был, что он ніколи
не боялся хворобы, але сам докранался своими руками до прокаженных, и проказа отступала злая сила. И я молюсь и прошу, как до нас боялась подойти там любая инфекция, как до нас боялся подойти любой вирус, как боялся до нас подойти там любая хвороба. Молюсь и прошу, как вокруг нас была сапраўды такая стена огня, праз которую не проходит некое зло. Молюсь и прошу, дай нам, коляска, моцное здоровье, моцный иммунитет, как вокруг нас не было некой заразы, некой хворобы, некой немочи, але ацелялись люди во имя Господа нашего Избавителя Иисуса Христа. Молюсь и прошу, у кого какие там бы ни были немочи и хворобы, симптомы, коли есть простуда, те там хвороба неких внутренних органов, те руки, те ноги, те спина, те голова, чтоб не болело, докранися, коляска, твоей уцеляющей рукой, чтобы у нас был и добрый зрок, и добрые суставы, и добрый, таки ровный, гибкий позвоночник, и моцное здоровье во всем у имя Иисуса Христа. Как вспомнилось слово Господне, что те, кто сподяются на Господа, подымут крылы, як орлы, пойдут и не стомятся. И в этом хай будет допомога Твоя и підтримка Твоя. Благослови, коляска, нас и моцным здоровьем, и моцными силами. Боже, молюсь, как мы некой нестачи не имели. Боже, благослови, коляска, кожного, кто охвяровал за этот тиждень гроши на церкву. Благослови, коляска, кожного, кто хоть одну лепту внес на служение церкви. И в этом так само хай буде благословение Твое и допомога Твоя. Восполни всякую потребу тих, хто охвярує на церковне служение. И, Боже, пошли им и благословения, и достаток во всем во имя Иисуса Христа. У 30, 60 и 100 крат кожному хай прибавится и помножится. И в этом хай будет благословение Твое и допомога Твоя. Благослови нас на наступний працовний тиждень. Благослови, щоб ми мали поспіх у всякой справі наших рук. І, Боже, допоможи нам у наступну неділю знову зустрітися, знайти один одного у доброму здраві, у доброму настрої і уславить Господа, которому ми служимо. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Амінь. Давайте будем спевать огульным спевом гимн «Могутный Боже». Ласка. Могутный Боже, владарщу светов великих солнцев и сердц малых, на Беларуси нашли мало, раби свободна, раби счастлива,
мир свободной, травища сухой, хорошо и наш народ. Ну, вітайте один одного і з миром Господнім. Вітання всім. Привітання. Вітання. Привітання, Олесь. Вітання, Світлана. Что сбываемся беда, одно только кровь Иисуса, что життя зміняє, одно только кровь Иисуса, святой крові строми, тячею навчив день, сливає плями все, одно только кровь Иисуса, что сливає с нас вину, одно только кровь Иисуса, что дає нам чистиню, одно только кровь Иисуса, святой крови струми, тячею наших день, сливаем плями все, одно только кровь Иисуса, что расплата за грехи, одно только кровь Иисуса, не заслуги взирает, одно только кровь Иисуса, святой крови струми, тячею наших день, сливаем плями все, одно только кровь Иисуса, и надею нам дала, одно только кровь Иисуса, пусть вся праведность моя, одно только кровь Иисуса, святой крови струми, тячею наших день, сливаем плями все, одно только кровь Иисуса. Надел на Голгофу, браты, глядите за нас, помирая святый. Он правде научил, он открыл нам уста, за это открывся примір, яко огенчик хранит. Надел на Голгофу, браты, и он мучится, слабнет, и он просит воды. Надел на Голгофу, браты, дороги моей шанс не знают яны, что робит
родился их за нас. Уклещи враги, ходил на Голгофу, браты, течет голос самой души. Ой, Боже, ходил на Голгофу, браты, опошляе слово промовив святых. Сбылося и Господу дух свой отдал, браты, як загрев, наша пьяною стал. Уклещи враги, ходил на Голгофу, браты, побачив, як тяжко терпел йоптати. Сам грешних людей купив от грехов, Син Божий пролив на крижі свою кров. Уклещи